Бабушка Айша живет у одного из так называемых инкарщиков. Одинокую старушку приютил местный житель. Кроме 85-летней женщины, в доме бывают и другие гости. Сюда приезжают священники из других городов. Они читают намаз, просто ходят по домам, призывают людей ходить в мечети. Сама бабушка Айша не так набожна. Книжки их читать не может, грамоту она так и не освоила, но молитвы вместе с ними совершает регулярно. Я повторяю слова молитвы, не понимаю, правда. Движения их тоже повторяю. Они наклоняются, я наклоняюсь. Они встают, я встаю. Я неграмотная. Просто в войну мне пришлось кормить младших сестер. В религиозных течениях и направлениях она тем более не разбирается. Знает лишь то, что люди, у которых она живет, не признают достижений техники. У нас телевизора нет, телефонов тоже нет. Пользуются только тем, что Бог послал. Деньги в руки они не берут. Когда люди узнают, что приехали проповедники, несут мешки муки, картофеля. С соседями члены религиозной общины почти не разговаривают. Людей с длинными волосами и в длинной одежде тут видят часто. Однако ведут они закрытый образ жизни. В Кыргызстане об этом религиозном течении известно стало относительно недавно. Их называют инкарщиками. От арабских «инкар» и «якын», что в переводе означает «отрицание всего, кроме Бога». Жить, как во времена пророка Мухаммеда, они стараются в буквальном смысле. Про них говорят, что они не смотрят телевизор, не пользуются телефонами и ходят исключительно пешком. Взять интервью у представителей общины оказалось непросто. Видео и фото – харам. Однако греховными инкарщики считают не все достижения цивилизации. Телевизоры и телефоны у нас есть. То, что мы спим и едим на полу, неправда. Это на нас наговаривают. Мы живем так же, как все. Часть из тех, кто сидит в молельной комнате, даже имеют машины. Консервативные инкарщики только в вопросах одежды, объясняет Абдрахим. Первый раз в медресе меня отвел отец. Я был в обычной рубашке. Люди в медресе были в длинной одежде, у них были длинные волосы. Ведь верующие люди всегда так и жили. А сейчас это вызывает неприятие. В местном 10-м отделе МВД, контролирующем религиозную ситуацию, членов инкара знают едва ли не поименно, хотя опасности члены общины не представляют. Они волосы стригут каскадом, носят дамбалы. Местному духовному управлению это не нравится. Они хотят, чтобы проповедники выглядели аккуратно. При этом каких-то незаконных действий они не совершают. Они такие же мусульмане, просто не подчиняются имамам. В областном духовном управлении считают, что инкарщики вносят раскол среди мусульман. Их представители, по словам священников, не берут специальные разрешительные документы перед тем, как уходят в многодневные проповеднические миссии. Нам и без того трудно созывать молодежь на намаз. А если инкарщики будут говорить, стирайте полы в доме, спите на полу, не ездите на машине, нам придется еще труднее. Между тем, по информации 10-го отдела МВД, последователей этого течения становится все больше. Только официально в нескольких районах Иссыкульской области их насчитывается более 80 человек. Джибек Бегалиева, Улан Игзбаев, Улан Асаналиев. Настоящее время. Иссыкульская область.